научился. Здесь нет секретов. Есть секрет, который мы сами не раскрываем. Это душевное равновесие вот сосредоточить и поставить точный цель. Искусство хождения по канату – еще одна горская традиция. Чтобы балансировать над пропастью, надо поверить в себя и преодолеть страх. В чем-то это похоже на профессию актера. Самое главное – войти в образ. У меня были эпизоды, у меня были роли. Вот хотел взять фильм «Шамиль», так что там у меня были очень сложные, коварные роли. Подлого полководца, противника Шамиля, заклятого врага Шамиля. Все людские страдания от тебя, сатрап. Ну чего ждешь? Убей меня! В рецензиях даже есть такую, этого подлого отрицательного врага он играл, говорит, положительного и достойного. Так что положительный, отрицательный герой, кому-то он отрицательный, а кому-то он положительный. Так что тут тоже надо поймать секрет. Спроси своего отца! Это его воспитание. Али Аварский снялся в более 35 фильмах. Ему доставались сложные, характерные роли. Он прекрасно смотрелся в исторических фильмах и создал череду сложных образов. Свиток отнимите. А говорил, что ты армянин, и судьба Грузии тебя не волнует. И мы, не преданный великому султану Шамхал и Кахетинский царь, не просим у вас возведения крепостей на Тереке. Просят. Доказательства? Это посольство грузинского царя в Москве. Где это посольство? Аллах знает, что всемогущий падишах никому не простит измены и предательства. Он тебя за долг взял. 3000 меньше нельзя пустить. А не напишешь, в яму посадят. Наказывать будут плетью. Скажи ему, если он меня пугать хочет, так ни копейки не дам. Хорошо, Урус. Чкит. Тысячу рублей дай. Вы необычный человек. В детстве вы владели искусством канатоходца, потом были часовых дел мастером, актером, сняли несколько фильмов и написали несколько книг, были поэтом. А какая профессия вам кажется наиболее интересной? Не люблю заглядывать в паспорт и читать годы. Скорее я люблю заполнять день, идти вперед, укреплять дружбу и отношения. Вот благодаря моих кумиров, выдающихся деятелей в Гуржистане, в России, в Дагестане, они мне дали направление в литературе, в кино. Я считаю, все, что я не достиг и что я достиг, это, по-моему, я познал этот мир через великих людей. Али Аварский считает, что встретил в жизни немало хороших людей. В его доме бывали режиссеры, поэты и даже летчики-испытатели. Сын кавказского народа, космонавт, летчик-испытатель Бурана Магомед Толбоев. Он всегда был хорошим другом и ответственным актером. Много работал над ролью, поэтому режиссеры ему доверяли. Вообще, великое счастье работать с великим режиссером. С великим режиссером. Это великое счастье. Гига Лорд Кипанидзе и Сергей Параджанов, это как-то они чем-то выделяли. Они, у Гиги я двух главных героев играл. В первом серии главнокомандующий мусульманской армии против царя Александра, а во втором серии посол турецкого султана к русскому царю. Еще что? Ничего, кроме долгих лет жизни вам и великому падишаху. В этот же период талантливого актера заметил Сергей Параджанов. Их знакомство – особая история. Эксцентричный, как всегда, Параджанов пришел на съемочную площадку к режиссеру Гиги Лорд-Кипанидзе. Он был одет в пижамные брюки, и на каждом пальце было по большому перстню. Он протянул руки к коллеге и сказал: «Выбирай любое, дарю». И это время подходит Сергей Параджанов. И потянул оба руку к батону Гиги. Батону Гига.
Господин, выбирайте любое кольцо. Гига Лордкипанидзе знал, что аварцы хорошо разбираются в ювелирном искусстве, но Али честно сказал, что такая бутафория ему не по вкусу. Параджанов сначала рассердился. Я смотрел все это бутафорию, мне понравилось один кольцо. Я говорю, пардон, Гига. Я говорю, ни один из них мне не нравится. Выныряет, выныряет. Кто это такой? Гига посмотрел на него. Это два героя играл, говорит, он в моем фильме. Военного начальника и посла турецкого султана. Сам выходит из Аварец, говорит, где это твой чеканка зародился в кольце. Сразу после этого Параджанов предложил, чтобы Али снимался в его фильме «Легенда о Сурамской крепости». Специально для него он даже придумал эпизодическую роль парикмахера-злодея. Своими впечатлениями от фильма, действие которого происходит где-то между местечком Сурами и Индокитаем, Али поделился с Параджановым на премьере. Главный герой режет граната, и на цветный ковер рассыпались зерни, как будто через туман, через облака звезды на небе. Вот вам величий человек. Обнял он меня. Хорошо, что я тебя остановил. Обратил своим друзьям, где Европа, где Париж. Посмотрите, кто перед вами так. Это же не раскрытые зерна для кинематографии. Это был редкий человек, редкий умелый, редкий теплый, умел вдохновить, умел направлять актеру. Стихи я обожаю. Когда муза есть, я пишу. Поэзия у нас в горах, каждый пастух пишет. Мне направление дал больше всего Ираклий Абашидзе. На поэзию акцент он сделал. Ну, Расул Гамзатов, это приятно было, потому что великий поэт-академик в раннем возрасте печатает в великолепных журналах на русском, на грузинском и газетах стихи, это, конечно, это счастье. Я прочту вам эти стихи. Это на аварском куплете он прочел, потом на русском все-таки потянулся к родному краю. Хит инаб урмуги улиля мехки, аралдир саналги, жакасып хоги, киохун шуаниги, шиб хабуниги, худул хечебако, куларучизи. Дни отречества, юности, метания и бесконечность пройденных путей. Но я, встречая грудью испытания, не покорился и не изнемог. И, наконец, весь лик земли я путник обошел, земной поклон не отдал благодатную грузинскую земле. Сердцу хорошо припас к тебе, и слышу лишь один ответ – остаться навеки в этой родине души. Работа в кино подарила Али встречи с лучшими представителями интеллигенции Грузии, Дагестана и России. Именно в Тбилиси Али познакомился со своим, наверное, самым известным в мире соотечественником, выдающимся поэтом Расулом Гамзатовым, который навсегда остался для него кумиром. Каждый кавказец стремится прославить свою родину. Именно поэтому Гамзатов посоветовал Али прибавить к своей фамилии Исаев еще одну – Аварский. В Тбилиси Гамзатова любили, его выступления собирали огромные залы. Он всегда говорил, что Грузию и Дагестан связывают не просто дружеские, но и родственные связи. Я чувствую себя в данном случае грузином. Грузина спрашивает, грузинское впечатление – это… Я как земляк, как меня они близкие, родные люди. Как какое впечатление от собственной семьи или собственной дома, собственной сакли, это невозможно. Во время одного из дружеских застолий в Тбилиси Али